Далее наш эфир продолжит брифинг оперативного штаба. Узнаем свежую информацию о принимаемых мерах против распространения коронавируса. Я передаю слово заместителю руководителя оперштаба Якутии Ольге Балабкиной. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, о текущей эпидемиологической обстановке республики. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике характеризуется по данным Управления Роспотребнадзора по Якутии 108 новыми случаями коронавирусной инфекции. При этом необходимо обратить внимание, что количество выявленных случаев в столице города Якутска не снижается и составляет 64 случая. В Мегино-Кангаласском улусе, в соседнем с вами улусе, с тем, кто проживает в столице, этих случаев 18. В Усть-Алданском увеличилось количество улусов, количество случаев, их 6, в Кобяйском 5, в Намском, Чурапчинском по 3, в Амгинском, Верхоянском, Горном по 2 случая, в Вилюйском, Аймиконском и Хангаласском улусе по 1 случаю. За последние сутки лабораториями учреждений здравоохранения Управления Роспотребнадзора осуществлено 3074 исследования. Всего за весь период пандемии на территории Республики Саха-Якутия было проведено 1 080 586 тестов на новую коронавирусную инфекцию. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, наиболее важным вопросом для нас сегодня является вопрос, прежде всего, связанных с вакцинированием населения на территории нашей республики. На настоящий момент порядка 136 тысяч жителей нашей республики уже получили вакцину, а следовательно, по своему внутреннему состоянию, по своему отношению к здоровью являются защищенными от новой коронавирусной инфекции. В связи с тем, что необходимостью борьбы с новой коронавирусной инфекцией является вакцинация, и учитывая сложившуюся санитарно-эпидемиологическую ситуацию в республике, глава Республики Саха-Якутия обратился правительства Российской Федерации о выделении дополнительной вакцины на территории республики, которая поступает в ближайшее время. В связи с чем оперативным штабом под его руководством принято решение приступить к вакцинации и к работе учреждений здравоохранения во все дни, начиная с завтрашнего дня. Завтра все поликлиники города Якутска, Мегино-Кангаласского района будут осуществлять вакцинацию, и я приглашаю сегодня жителей республики всех в воскресный день посвятить именно своему здоровью, потому что скоро у нас с вами и июнь, скоро лето, и, соответственно, очень хотелось бы побыстрее войти в тот ритм жизни, который у нас был всегда. В связи с чем, мы приглашаем вас в поликлинике города Якутска. О дополнительных местах вакцинации будет сегодня объявлено. И, соответственно, все-таки беспокоимся о вашем здоровье и, соответственно, просим прийти на вакцинацию. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, в настоящее время сегодня подписан указ главы Республики Саха-Якутия, который предполагает как продолжение режима повышенной готовности. Указ подписан в новой редакции. У нас сохраняется режим повышенной готовности на территории. Сохраняется обязательное ношение масочного режима, соблюдение социальной дистанции. Для организации бюджетной сферы сохраняются рекомендации о переводе на удаленный режим до 50% работников. Кроме того, я хочу обратить ваше внимание, что соблюдение данных норм является неукоснительным и, безусловно, находится как под контролем вашего собственного здоровья, так и под контролем органов государственной власти и органов местного самоуправления. Глава Республики Саха-Якутия в соответствии с предложениями главного государственного санитарного врача республики подписал 3 новых указа, издал указы в новой редакции. Теперь для работодателей введены дополнительные обязательства. Прежде всего, это использование масок и респираторов всеми лицами, находящимися на территории предприятия, особенно при проведении коллективных мероприятий. Обязательная дезинфекция всех контактных поверхностей каждого предприятия каждые 2-4 часа. Кроме того,
Режим работы ресторанов, кафе, предприятий, общественных организаций питания, да, он сохраняется до 12 часов, но при этом необходимо обратить внимание, что не допускается банкетное обслуживание с участием более 10 человек. И кроме того, само по себе банкетное обслуживание возможно лишь только до 22:00. Необходимо обратить внимание на то, что на территории республики запрещено в целом проведение дискотек и иных развлекательных мероприятий, как в предприятиях общественного питания, спортивных, детских, крытых манежах, так и в соответствующих парках, культурах, туристических базах и комплексах. В связи с наступлением каникулярного времени и с учетом того, что в отдельных районах введены определенного рода более повышенные требования к санитарному режиму, на дистанционную форму обучения переходят дети, в связи с чем я обращаюсь ко всем родителям. Родители обязаны уведомлять администрации городов и сел о прибытии своих детей на каникулы. Это даст нам возможность всем вместе, соответственно, подконтрольно принимать решения по возникшим вспышкам, очагам и вообще по распространению инфекции как таковой. Главы муниципальных образований обязаны вести учет пребывания детей и совместно с органами местного здравоохранения и образования обеспечивать профилактическое медицинское наблюдение в течение 14 дней. Кроме того, необходимо обратить внимание, что на территории республики, к сожалению, несмотря на то, что мы сегодня непосредственно заходим в летний период, в каникулярный период, нам пришлось сегодня запретить деятельность детских игровых комнат и развлекательных центров, кроме тех населенных пунктов, в которых имеется круглогодичное автотранспортное сообщение. Особое внимание необходимо обратить внимание на защиту беременных женщин. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, учреждения здравоохранения и пункты вакцинации ждут вас на вакцинацию. Только совместными усилиями мы можем предотвратить распространение заболевания. Наши врачи очень просят вас об этом. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба, а мы переходим к выпуску новостей. В районы Якутии со сложной гидрологической обстановкой отправятся спасатели из Хабаровска. Дополнительные силы МЧС России направлены в республику для обеспечения безаварийного пропуска поводковых вод, сообщает пресс-служба регионального управления министерства. Сегодня в Якутск вылетел самолет Ан-74 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС. На его борту 30 спасателей и 4 военнослужащих Амурского спасательного центра. Специалисты отправятся в районы, где складывается наиболее сложная поводковая обстановка в связи со вскрытием северных рек. Группа оснащена плавсредствами, гидрокостюмами, средствами для обеспечения водных переправ и эвакуации населения. Между тем, ледоход все ближе к столице республики. На сегодня активная фаза на реке Лени проходит двумя участками на территории Ленского, Алекминского и Хангаласского районов. Нижняя кромка основного ледохода наблюдается у села Турукта Ленского района. Уровень воды ниже рейки. Верхняя кромка у Ленска. Уровень воды 797 сантиметров при критическом 1410. За сутки ледоход продвинулся на 100 километров. Верхняя кромка второго участка отмечается у села Хоринцы Алекминского района, где уровень воды упал до 400 сантиметров за сутки. В целом обстановка спокойная, ледоход на реках Якутии идет в соответствии с прогнозами. Как отметил руководитель якутского МЧС Павел Гарин, при наихудшем сценарии в случае образования заторов в устьевой части реки Алдан существует вероятность подтопления пойменных частей населенных пунктов Кылай, Черектей и Дыгдал Усть-Алданского района, а также села Арбын Намского улуса. Ледоход на реке Лени достиг и Хангаласского улуса. В 5 часов утра лед подошел к селу Исит. Сегодня нижняя кромка наблюдается возле села Эдяй. Тем самым за 7 часов ледоход продвинулся на 69 километров и может достигнуть города Покровска ближайшей ночью. По состоянию на 12 часов дня у села Исит наблюдается густой ледоход, 10 баллов, протока стоит.
Фактический уровень воды составляет 1455 сантиметров, при критической отметке 1992. У села Кытыл-Дюра также наблюдается густой ледоход, у села Идяй лед движется, протока чистая, у села Синск лед стоит, возле села Чкалов отмечены подвижки льда. Движение ледохода, значит, зависит от погодных условий, во-первых. Если хорошая погода, жаркая, да, то, естественно, она быстрее пройдет. Вот. Ну и по предварительным прогнозам, это, значит, гидрометеорологии республики, 15 число, то есть сегодня. Вот. Поэтому, возможно, сегодня ночью или завтра уже к нам подойдет. Возможно. Покровск. Да, Покровск. Информация у нас, значит, заторов не наблюдается. Но у нас заторные, значит, проблемные места, это значит, это Батамайский перекат, там, да, возможно, там, и Табагинский мыс. Вот, если в двух местах, если затор будет, то возможно подтопление населенных. Если в Батамайском перекате будет затор, то какие населенные? Только Кытыл-Дюра попадает под это дело. Если Табагинский мыс, то Хатачу и Актемцы. И ледоход частями идет, вот, 2 этапа. Но это даже очень хорошо. Надеемся, что пройдет без эксцессов. У нас 9 этих постов, вот, они все вот наблюдатели докладывают, каждые 4 часа, вроде пока нормально. Во всех школах Ленского и Мирнинского района усилены меры безопасности. С 13 мая допуск родителей и въезд машин на территорию учреждений запрещен. Охранники проверяют учеников, работников, транспорт и рабочее состояние кнопок тревожной сигнализации. Обследуют и помещения школ. В учреждениях образования работает ведомственная комиссия. Уже в проверенных 5 школах Мирнинского района нарушений требований по антитеррористической безопасности не выявлено. Но также будем рассматривать вопросы по запасным входам. Ну, они тоже будут отслеживаться и контролироваться непосредственно ответственными людьми, которые в школе. В детских садах у нас с 9 утра до 5:15, до 6 входы, ограждения под ключом. По жалобам горожан административная комиссия Якутска начала проверять общественный транспорт на соблюдение санитарных правил. Антисанитария, отсутствие масочного режима и другое стало поводом для беспокойства жителей. Проверки начали с конечных остановок. В ходе наблюдений члены админкомиссии убедились в том, что жалобы возникли не на пустом месте и в соответствии с регламентом составили административные протоколы. За невыполнение требований указа главы региона и оперштаба нарушителей штрафуют на сумму от 1 до 4 тысяч рублей. Посмотрели 3 автобуса, и во всех этих 3 автобусах пока что, да, видно, что дезинфекция не проводится. В одном автобусе имеется, даже у них журналов нет о том, чтобы проводить дезинфекцию. В одном автобусе есть журнал о проведении дезинфекции, но последняя запись стоит 24 ноября 2020 года. Это говорит о том, что дезинфекция вообще не проводилась практически уже с этого времени. Маршрутные автобусы должны проводить дезинфекцию на каждой остановке. То есть приехали на конечную остановку, провели дезинфекцию и поехали дальше. И так каждый раз. И водитель должен находиться всегда в маске, если присутствуют пассажиры или другие люди. Нерюнгринский театр «Кукол» объявил о наборе студентов в Ярославский государственный театральный институт. Как будет проходить набор и что необходимо знать тем, кто планирует связать свою жизнь со сценой. Об этом в материале Ирины Кичигиной. Первый этап отбора будет проходить в Нерюнгри в дистанционном формате. То есть необходимо прислать на электронную почту театра видеозапись своей программы. Это стихотворение, проза или монолог, басня, песня, танец и небольшой рассказ о себе. Видеосъемка должна включать в себя 3 плана – общий в полный рост, средний по пояс и крупный. То есть мы играем не только кукольные спектакли, еще играем и драматические спектакли. Это тоже на самом деле возлагает некоторую ответственность для актеров, чтобы они держали форму, чтобы они могли двигаться нормально, говорить свободно, красиво, внятно, понятно. Ну и, соответственно, чтобы имели хотя бы минимальный музыкальный слух. После просмотра присланных материалов, те, кто пройдет отбор, приглашаются для прослушивания в город Якутск. Там уже в очном формате их прослушает мастер курса Анастасия Вячеславовна Борисова. И последний этап отбора пройдет уже в Ярославле.
Сергей Ферцев – один из тех, кто собирается связать свою жизнь с театром. Ему посчастливилось познакомиться с актерской профессией ближе, когда он работал в качестве машиниста сцены в театре кукол. Сейчас он готовится к поступлению и усиленно работает над речью и мастерством актера. Когда я пришел в театр, я рассказал Петру Трухановичу, что у меня есть цель стать артистом. Ну и он охотно решил заняться со мной. Иногда я прихожу в театр на репетиции для того, чтобы набраться опыта игрой у артистов. Смотря как они играют роль, вживаются в роль, меня это наоборот поддерживает еще сильнее, дает стимул. А пока труппа продолжает репетировать тем составом, который есть. Ожидая пополнения, очень не хватает молодых артистов, чтобы было кому передать бесценный опыт кукловождения. Так что без работы выпускники точно не останутся. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Меньше 2 недель остается до старта летнего туристического сезона в России. Из-за пандемии россияне все чаще выбирают внутренний туризм. Самые излюбленные направления – это Москва, Сочи, Крым или Байкал. На озере в Иркутской области сейчас находится наш корреспондент Петр Васильев. Петя, приветствую. Расскажи, что ждет туристов на Байкале. На России самое глубокое озеро в мире снова набирает популярность как у туристов со всей страны, так и у местных жителей. Сейчас, хоть и не сезон, середина мая, но здесь уже и местные жители, и жители ближайших населенных пунктов, и в целом области уже собираются сюда в поездки провести как, возможно, выходные дни, так и ближайшие летние праздники. Отмечу, что проезд до Байкала максимально простой для всех туристов. Сделали все необходимые условия. Самый минимальный, затратный и самый быстрый способ — это добраться от городского автовокзала здесь до остановки музея Байкала всего за 153 рубля. Собственно, как мы и сделали, взяв всего лишь с собой один рюкзак и бутылку воды. Ну, отмечу, что сам я здесь, на берегу Байкала, впервые. Ощущения, конечно же, ни с чем не сравнимы. Чувствуется мощь, чувствуется сила воды. И первое, о чем я подумал, что это совсем не похоже на озеро, это больше даже море. Поэтому, если вы еще не выбрали, где провести, возможно, ближайший отпуск или даже лето с детьми, то добро пожаловать на Байкал, на нашу жемчужину России. Сергей, у меня на этом все. Петя, спасибо за такой вид на красоты России. Это был Петр Васильев с берегов Байкала с информацией о грядущем турсезоне. На этом наш выпуск подошел к концу. Мы следим за развитием событий.